Горбатый мост построили в 1928 году. Это первый железобетонный мост Казани. Спустя 40 лет здесь закрыли проезд для машин и трамваев, а в 2008 году запретили проход и для пешеходов. К этому времени он уже стал местной достопримечательностью. 5 лет назад Горбатый мост включили в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. Его уникальность в арочной конструкции. Длина моста 96 метров, ширина 14, высота опор достигает 10 метров. По словам специалистов, в случае капремонта потребовалась бы замена 85% балок и усиление всех арок. При этом срок службы не более 10 лет. Именно поэтому приняли решение разобрать мост и отстроить заново его точную копию. На сегодняшний день задача для проектной организации будет следующая: осуществить все обмерные чертежи, отрисовать все архитектурные детали, провести повторное актуальное техобследование, чтобы документ был, что действительно он на сегодняшнюю дату аварийный. И дальше будет производиться с нашего разрешения, с разрешения комитета, демонтаж аварийных конструкций. После этого уже непосредственно подрядной организации и заказчику в том числе мы выставим требования о воссоздании объекта в его историческом облике. На портале госзакупок размещен тендер на проектно-изыскательные работы по демонтажу Горбатого моста. Их оценили в 12 миллионов 600 тысяч рублей. Сюда не входят работы по разбору и строительству моста. На это будут объявлены новые тендеры. Стоимость демонтажных работ, стоимость воссоздания, она будет определена после подготовки проекта и прохождения соответствующей экономической экспертизы. Что касается демонтажных работ, лично мое мнение, конечно, это нужно уже начинать было вчера, потому что сооружение угрожает безопасности людей. Аварийный мост и сегодня соединяет улицу Иовлева и Табейкина. Проход загораживает забор с колючей проволокой и предупреждающей надписью. Но желающих испытать судьбу много. При этом мост представляет опасность. Во время проверки выявили серьезное разрушение защитного слоя бетона, оголенную арматуру, разрушение барьерных ограждений. Инициативу по воссозданию моста жители поддерживают. Нужен очень срочно, тем более для детей, там детский садик, там все дела. И просто очень долго обходят, школы, детские сады, просто ребята мучаются там. Реально, дети по заборам лазят. Это хорошо ходить нам, лучше ведь на электричку ближе, чем целый круг давать. Там ходят дети в основном, кто еще там пролезает. Взрослые люди, кто может перебраться. Сейчас, конечно, это опасно, и как-то это надо лучше огородить. А в принципе его надо сохранить, как я уже сказал, благоустроить, включая зону вокруг него. И именно в таком виде. Исполнители работ должны определить до конца июля. Сами проектно-изыскательные работы завершат к ноябрю. Алия Хайрудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.